Западные партнеры Украины настаивают на том, чтобы Украина выполнила часть минских договоренностей без гарантий безопасности со стороны России. Это утверждает сразу несколько известных политиков из Украины, в том числе депутат Украинской Рады Мустафа Наем. Лидеры стран нормандской четверки пытаются договориться о встрече в Берлине. Ангела Меркель пригласила их на ужин 19 октября. Сейчас я покажу вам, как выглядит выполнение Минского соглашения о прекращении огня в Донбассе. Эти кадры накануне вечером сделали корреспонденты «Настоящего времени» в районе Марьинки. Тихо, тихо. Перестрелка началась вчера днем и велась до глубокой ночи. За сутки, по сообщениям украинских военных, в зоне вооруженного конфликта произошло 44 обстрела. Ранения получили 4 бойцов. Боевики сообщили об одном убитом. Сегодня звуки перестрелки в районе Марьинки были слышны даже днем. Сообщается о 20 обстрелах. Придуманный для урегулирования конфликта на востоке Украины нормандский формат никак не собирается. В Кремле сегодня заявили, что встреча не подготовлена, и говорить о разговоре лидеров России, Украины, Франции и Германии рано. Наши источники в украинском МИДе также пока встречу не подтверждают. Один из участников формата, Владимир Путин, сегодня вновь выступил с резким осуждением Украины и украинских властей. Тезисы известны давно, они, в общем-то, повторяются не в первый раз. Путин припомнил Майдан, обвинил Киев в отказе от прекращения огня на линии соприкосновения, опять говорил про антироссийскую политику Киева, также признался, что России пришлось защищать русскоязычное население в Донбассе. Но он, по сути, подтвердил, хоть и косвенно, участие России в конфликте. В Киеве критик с критикой неожиданно обрушилась на другого участника нормандской четверки. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем фейсбуке обратился к президенту Франции Франсуа Оланду. Французский президент много на себя берет. Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эро во время визита в Украину, теперь президент Олланд. И я говорю вам, господин Олланд, не смейте указывать нам отдавать территорию Украины и миллионы жизней наших граждан под путинский режим, потому что так вам кажется удобным. Давайте сейчас посмотрим, что именно сказал президент Франции Франсуа Олланд во время выступления в ПАСЕ. Таким образом, Минские соглашения — это последовательность этапов, и каждый должен быть соблюден. Конечно, прежде всего, прекращение огня, безопасность, отвод вооружений, но затем выборы. Этот процесс включает и украинскую сторону, подписавшую Минские соглашения, и российскую сторону посредством влияния, которое она имеет на руководителей Востока, и включает также Францию и Германию, так как мы были там во время подписания Минских соглашений. Но в Киеве вообще-то последние дни энтузиазма от нормандского формата переговоров не испытывают. Политики разных уровней, взглядов и партий все чаще публично говорят о принуждении Украины к миру с Россией. Принуждают США и европейские партнеры. Украинские дипломаты в официальных сообщениях проблем с западными посредниками в урегулировании конфликта не признают. Директор политического департамента МИДа Украины Алексей Макеев в комментарии «Настоящего времени» сказал, что все участники нормандского формата добиваются одного и того же, и в первую очередь от России. Я хотел бы развенчать этот непонятно где и кем созданный миф, что, мол, в последнее время международные партнеры Украины давят на Украину и чуть ли не говорят с позиции Москвы. Как раз наоборот. Мы очень тесно взаимодействуем с Берлином, Парижем, Брюсселем, Вашингтоном для того, чтобы выработать общее понимание и видение того, как подтолкнуть Москву к реализации ее обязательств по Минским соглашениям. Напомню, практически все обязательства Москвы по Минску находятся именно в плоскости безопасности. Прекратить огонь, отвести вооружение, вывести войска в незаконное формирование из Украины, отдать заложников, препятствовать ОБСЕ, наблюдать за всем Донбассом. Цели и параметры Минских соглашений, кажется, все уже выучили наизусть. Отвод войск, возвращение Украине и ее государственной границы. Всего этого, собственно, добиться в нынешней конфигурации переговоров невозможно, но так считает один из участников Минского процесса, который добровольно покинул украинскую группу, политик Роман Бессмертный. Мы связались с ним сегодня.
Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, подключается к нам в студию настоящего времени. Роман, спасибо, что вышли со мной на связь. У меня первый вопрос. Замглавы МИДа Алексей Макеев только что сказал нам, что давление на Украину со стороны западных партнеров в части изменения Конституции не ведется. Издание «Лига Нет» сегодня перевели слова президента Франции Франсуа Олланда, из которых следует, что безопасность на первом месте, а выборы в Донецке и Луганске лишь на втором. Значит ли это, что тревога тех, кто заявляет, что на Украину давят изо всех сил западные страны, сейчас абсолютно беспочвенная? Для того, чтобы ситуацию в Украине понять, достаточно посмотреть на последнее заявление министра внутренних дел. Как вы понимаете, министры внутренних дел, тем более в воюющей стране, они просто словами не разбрасываются. И, честно говоря, я когда прочел заявление господина Авакова, первое впечатление было такое, ну, зачем же оно столь резко? Ну да, как будто политические очки какие-то сейчас зарабатывают. Да. Но ситуация очень тяжелая, и она тяжелая там на линии разграничения. Ведь на сегодняшний день фактически не попадают в средства массовой информации ситуация, которая происходит внутри и ОРДО, и ОРЛО, так называемое. По существу там идет война внутренняя, которая фрагментами достает даже бои по линии фронта. Это, во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим на решение и выполнение всех договоренностей, протоколов формальных и неформальных. 2 года фактически в вопросах безопасности абсолютно ничего не решено. Поэтому, как только президент Франции позволил все это продиктовать Киеву или сказать, что вот нужно выборы, а потом выход на границу, ну, при том, что ни один из 3 пунктов по безопасности не выполнен, ну, естественно, это не могло не вызвать в Киеве, во-первых, резкую реакцию со стороны политиков, а во-вторых, огромнейшую тревогу. Более того, сейчас в социальных сетях, в прессе, на телевидении разговаривают о том, что готовится как в Верховном Совете рассмотрение какой-то законопроект и так далее. К счастью, первого, второго нет, но я бы советовал, особенно тем, кто в курсе дела, которые причастны к достижению этих договоренностей, быть осторожными, потому что никакой разницы между тем, что происходит в Алеппо и в Киеве, и, извините, в Донбассе нет. Да, ну, представьте себе... Только ощущение, что Запад больше не опора Украины в этом, а в вопросе обеспечения безопасности на особых территориях, по тем заявлениям, которые делает, например, депутат Мустафа Найем. Ну, и не только депутат Мустафа Найем, очень многие об этом говорят и поднимают этот вопрос. Вот, обратите вы-то внимание... думаете как? Что это на самом деле так? Или удастся Запад использовать, убедить на Россию продолжать давление? Первая причина таких заявлений – это приближение выборов в Франции и Германии. Это несомненно. И не случайно и господин Штайнмайер, и господин Олланд, и господин Эро позволяют себе такие пассажи, во-первых. А во-вторых, но они только это свидетельствует о том, что они не знают реальную ситуацию. Потому что еженедельно на территорию Луганска и Донецка поставляются эшелоны с боеприпасов, снарядов, вооружений, бронетехника и так далее. Но мы должны понимать, что создается огромнейший наступательный стратегический кулак. И это огромнейшая опасность не столько для Украины, как для всей Европы. И поэтому, исходя из этого, заявление по типу, что там все нормально, и позволять себе говорить о том, что вот там произойдут выборы, это немножко... Смотрите, да, это немножко странно, я согласен с вами совершенно, но сегодня Путин на форуме ВТБ в Москве заявил, фактически признал, что Россия участвует в событиях в Донбассе с самого начала. Они там защищали русских, говорит Владимир Путин. То есть он на самом деле это признает, это помогает переговорам, такое признание. Это какое-то последствие внутренних, может быть, переговоров между участниками четверки, о которых мы не знаем. Все это завершится тем, что Украина официально объявит о том, что идет война. Потому что до сегодняшнего дня на официальном уровне это АТО. И после таких заявлений, что
Россия брала участь в событиях в Крыму, потом в Донбассе, это закончится разрывом дипломатических отношений и объявлением войны. И закончится разговор о безвизовом режиме с Европой, о чем, может быть, Европа и не пожалеет. После этого разлетится нормандский формат, трехсторонняя контактная группа, закончатся разговоры по безвизовому режиму и так далее, и так далее. То есть, почему Путин это говорит, понятно. Он провоцирует Украину на ответные шаги определенные. Почему такие заявления делает Оланд, вот что непонятно. Ну что ж, хотелось выяснить у вас, но будем выяснять это в течение всех наших следующих выпусков новостей. Вопрос слишком важный. Роман Бессмертный был у нас в студии. Спасибо большое. А как относится к минскому формату в Москве, мы сейчас будем разбираться. В упомянутой сегодняшнем выступлении Владимир Путин всю ответственность за фактический срыв договоренности возложил на Киев. Делает он это, впрочем, не раз. А зампредседатель комитета по делам СНГ Госдумы России Виктор Володацкий сейчас прямо в эфире настоящего времени по телефону. Добрый день. Добрый день. Виктор, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот в Украине говорят, что Запад давит на Украину, принуждая выполнить Минские соглашения, на Россию давят? Я считаю, что в этой политической интриге, которую сегодня развязали и Америка, и Франция, и Германия, это связано с выборами, как сказал мой коллега Роман Бессмертный, и все забывают о 2,5 миллионах жителей Луганской и Донецких республик, которые сегодня не хотят, чтобы на их земле процветал фашизм, который защищает свою землю. Тогда объясните мне, пожалуйста. Подождите, это очень важный вопрос, Виктор. Если они не хотят, чтобы на их земле процветал фашизм, тогда зачем Россия добивается от Украины, чтобы Украина изменила Конституцию и там провели выборы? Ну и пусть проводят выборы сами. Зачем заставлять Украину выполнять тот пункт Минских соглашений, который она не может исполнить, пока Россия не будет гарантировать Украине безопасность? В чем смысл? По одной причине, что если на сегодняшний день Россия не будет гарантом мира на территории Луганской и Донецких республик, а мы с вами должны знать историю, что это все-таки историческая территория Великого войска. Подождите, я спрашиваю не про историю, Виктор. Это важный вопрос. Зачем Москве добиваться от Киева изменить Конституцию и провести выборы на подконтрольных России территориях, где, как вы говорите, Россия защищает русских, если они собираются там защищаться от фашизма и к Украине никакого отношения иметь не хотят? Как опять же вы говорите, зачем этот пункт Минских соглашений Москве? Россия желает, чтобы Украина, как братский с нами народ, как братская с нами республика, там был мир и покой, чтобы выборы в Луганской и Донецких республиках прошли по законам Украины, чтобы там была автономия, чтобы не могли там убивать людей те боевики правого сектора, которые сегодня уничтожают мирное население. Виктор, я понял вас. Спасибо большое. Виктор Володацкий, российский депутат Государственной Думы. Да, конечно, извините. Виктор Водолазский, конечно же, был у нас в эфире. Вот такая вот позиция российского депутата, что выборы нужно проводить для того, чтобы Украина не смогла ничего сделать этим людям, которые не хотят к Украине иметь никакого отношения. Ну, собственно, я думаю, мы еще не раз вернемся к этой теме.